В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 19 мая. Все для фронта. Региональный общественный фонд доставил продукты питания бойцам Запад Ахмат в зоне СВО. Внимание, гости! Это позволит более результативно решать задачи, связанные с миграционными процессами. Эльвира Межидова о ключевых изменениях миграционного законодательства, что нужно знать приезжим. Код успеха. Фермерская династия Усмановых из Наурского района делится формулой хорошего урожая. Какие культуры приносят им успех? Бойцы стрелкового батальона имени шейха Мансура Минобороны России под командованием Муслима Тавзаева в ходе разведки местности в районе населенного пункта Строевка Харьковского направления обнаружили два хорошо замаскированных опорных пункта противника. Об этом сообщил глава в своем телеграм-канале. О том, какие меры предпринимать, военнослужащие думали недолго. В воздух были подняты дроны, при помощи которых операторы нанесли точные удары по позициям неонацистов. Рамзан Кадыров в своих социальных сетях объявил о запуске конкурса «Пост желания». Цель инициативы – помочь жителям региона осуществить свои заветные мечты. Участникам предлагается в комментариях рассказать о пожеланиях своих близких, друзей или просто знакомых, которые пока не смогли воплотить свои мечты в реальность. Участие могут принять все жители республики. Будут отобраны самые интересные, действительно нужные желания. Победители объявят официально. Представители главы Чеченской республики в Самарской и Белгородской областях передали бойцам подразделения «Запад Ахмат» продукты питания. Это консервы, вода, соки и многое другое. Товар закуплен на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подобные акции проводятся регулярно. В этот раз она приурочена ко Дню памяти и скорби народа Чеченской республики. Бойцы подразделения поблагодарили власти региона за внимание и заботу. С начала года вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Теперь максимальный безвизовый срок пребывания в стране для иностранцев сократился. Нововведения коснулись и самого процесса пересечения границы. У пограничников появилось больше оснований для отказа во въезде. Вместе с тем изменился и лимит на владение сим-картами. Все ключевые детали изменения в репортаже Эльвиры Межидовой. Решить вопрос об урегулировании правового положения граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации после 10 сентября 2025 года будет невозможно. С этой даты в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в нашей стране, до их выдворения за пределы Российской Федерации будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем. В 2025 году в миграционном законодательстве Российской Федерации произошли изменения, касающиеся правового положения иностранных граждан, подлежащих включению в реестр контролируемых лиц, а также в сфере получения необходимых разрешительных документов. Чтобы в полной мере донести информацию до граждан иностранных государств, пребывающих на территории нашего региона, в Управлении по вопросам миграции МВД России по Чеченской Республике прошло информационно-просветительское мероприятие для ознакомления с ключевыми моментами изменений, внесенных в федеральный закон о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Изменения миграционного законодательства направлены на улучшение регулирования миграционных процессов, повышение эффективности, реализация мер для соблюдения мигрантами российского законодательства. Это позволит более результативно решать задачи, связанные с миграционными процессами.
увеличивая их динамику и улучшая координацию между ведомствами и иностранными гражданами. Собравшихся в актовом зале ведомства иностранцев ознакомились с новыми положениями. Отныне максимальный срок пребывания на территории нашего государства, прибывших в безвизовом порядке, составит не более 90 календарных дней. К утратившим законные основания для нахождения на территории России вводится миграционный режим высылки. Также они вносятся в реестр контролируемых лиц с применением ограничений, таких как заключение брака, учреждение юридических лиц, регистрация в качестве ИП, открытие банковского счета и смена места жительства и пребывания. Миграционная служба Чеченской Республики нам всегда оперативно помогает. У нас нет никакого барьера, мы свободно можем зайти и задавать свои вопросы. Спасибо им большое. Изменение в законодательстве должно поспособствовать снижению уровня противоправной деятельности среди мигрантов. Однако немаловажно и то, что теперь упрощена легализация мигрантов. Подачу уведомления о прибытии и заявление на патент теперь можно подать электронно, через госуслуги или на сайте МВД. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся финал кейс-чемпионата по предпринимательству, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Мероприятие прошло в рамках второго этапа масштабного проекта «Пора предпринимать». Финал собрал около 60 начинающих предпринимателей и студентов из различных вузов, прошедших отборочные этапы. Участникам предстояло за один час решить актуальные бизнес-кейсы, моделирующие реальные ситуации. Жюри оценивало аналитические способности, стратегическое мышление и умение принимать взвешенные решения. Имена победителей будут объявлены 29 мая на форуме с участием чиновников, экспертов, инвесторов и опытных предпринимателей. Кейс-чемпионат – это отличная возможность для студентов выйти за рамки теории и попробовать себя в решении реальных бизнес-задач. Именно вот в таких форматах рождаются новые идеи, появляются какие-то нестандартные, смелые решения, ну и, конечно, появляются будущие лидеры отрасли. Поэтому для меня большая честь сегодня быть частью этого события. Есть нечто общее между чеченской и итальянской культурами. Это высокая ценность гостеприимства и глубокое уважение к старшим. Такое интересное сходство подметил пианист, блогер и телеведущий Лоренцо Баньяти, который находится в республике с культурным визитом. Он прибыл в рамках съемок и уже успел попробовать национальные блюда и прогуляться. Мой коллега Магомед Азиев познакомился с гостем. Развитию туризма в Чеченской Республике уделяется большое внимание. Министерство всеми силами развивает это направление и хорошо справляется с поставленными задачами. Базы отдыха в живописных горных районах, широкий спектр туристических услуг, создание безопасных и комфортных условий для отдыхающих и большое разнообразие культурно-познавательных программ является поводом для огромного числа туристов посетить дивные края Чеченской Республики и познакомиться с обычаями и традициями народа. Блогеры в Чеченскую Республику приезжают очень часто, и зачастую это бывает и по приглашению Министерства по туризму Чеченской Республики. Нам очень важна именно нативная информация, которую дают блогеры своей аудитории, то есть информация, в которой они раскрывают весь потенциал, и туристический потенциал, и культурный потенциал нашего региона. На днях нашу республику посетил известный на интернет-платформах и в социальных сетях итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньяти. За завтраком в кафе с ним встретился министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев. В дружелюбной беседе они поговорили о современных тенденциях развития туризма в регионе и в мире в целом. Проведенные несколько дней в республике сильно впечатлили Лоренцо и, как говорит сам исполнитель, доставили ему массу положительных эмоций. Полюбил вашу республику, Грозный, что сложно это описать словами. Я, конечно, сразу, как только я приземлился, вот меня поразил ваш воздух. Вот это, у меня 2 раза вот такое было в жизни. То есть первый раз, когда я вернулся после долгого пребывания в России в Италию, и я ощутил вот запах, воздух родины. И второй раз вот здесь, я не знаю, вот запах природы ваш невероятный. Вот. И потом все вот такой большой крещендо, как если говорить музыкальными терминами. То есть мы снимали сюжет в филармонии, потом мы потанцевали с ансамблем в войнах и приготовили блюда традиционные. То есть все прекраснее, прекраснее. Действительно, я влюбился. Приезд наших гостей обусловлен не только личным желанием, но и особой целью. Московский президентский фонд культурных инициатив выделил грант на новый проект «Кавказ подо мною», в котором будут участвовать знаменитые зарубежные блогеры, каждый из которых посетит по одной из республик Северного Кавказа. В ходе визита им будут показывать местные достопримечательности, посвящать в культуру отдельно взятых народов, а также продемонстрируют обыденную жизнь республик. Концепция такая, то что в каждый регион приезжает разный блогер, как
правило, иностранец. В Чеченской республике иностранец, например, в Ингушетии будет латиноамериканка, в Дагестане блогер из Ирана. В общем, самое, что ни на есть, интернациональная команда. Вот. Поэтому каждый выпуск, всего мы получим 7 фильмов, он будет уникален. Но что важно подчеркнуть, что мы не просто показываем регион, а поскольку мы выиграли грант культурных инициатив, мы его показываем через призму именно культуры. Поэтому каждый блогер знакомится с культурой региона через местного жителя. Благодаря таким программам люди будут иметь понимание не понаслышке, а личным опытом или искренним видением таких деятелей, как наш гость. Идея проекта «Кавказ подо мной» – показать истинный облик Северного Кавказа, а также продемонстрировать, как искусство и культура могут объединять народы, вопреки различиям. Магомед Азиев, Моусар Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике проходят съемки выпуска «Кавказ подо мною», посвященного туристическому потенциалу. Особенность выпуска в том, что его ведущим стал известный итальянский блогер и пианист Лоренцо Баньятти. Он уже успел поделиться своим восторгом о национальной кухне, невероятного гостеприимства и богатого культурного наследия. Проект, который реализует агентство «Безграничные» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, ставит перед собой важную цель – показать настоящий Кавказ, свободный от стереотипов. Я начал работать тоже на телевидении, на телеканале «Пятница». Поэтому активно, скажем так, путешествую по вашей стране. И не только. И очень рад, что впервые удается изучать Грозный и Чечню. Белиссимо. Лучшие офтальмологи, офтальмохирурги и оптометристы со всей страны собрались на научно-образовательном мероприятии «День зрения» в Грозном. Этот форум объединил опытных врачей, которые ежедневно сталкиваются с нарушениями зрения и методами ее коррекции. Самое главное законспектировала моя коллега. Профессиональный клуб специалистов, увлеченных новыми технологиями диагностики и коррекции глазных заболеваний в дружеской атмосфере в рамках научно-образовательного мероприятия «День зрения-2025» собрался в конференц-зале гостиницы «Локал», объединив опытных врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов со всей России. Ключевыми темами форума стали проблемы близорукости у детей, коррекция рефракционных нарушений, плеопто-ортоптическое лечение, а также перспективы использования искусственного интеллекта в принятии клинических решений в офтальмологии. В зале, я надеюсь, присутствуют не только врачи с большой практикой, но и молодые наши коллеги, которым очень важно знать современные тенденции в офтальмологии. Поэтому, конечно, такие образовательные проекты, как «День зрения», который сегодня проходит в Грозном и будет завтра продолжение этой конференции, это очень важно для всех офтальмологов. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в стране фиксируется от 3,5 до 5 миллионов новых случаев офтальмологических заболеваний, что не может не вызывать серьезную обеспокоенность научного сообщества. Пристальное внимание собравшиеся уделили профилактике и лечению близорукости у детей. Особую гордость у специалистов вызывает разработка Национального института миопии – контактной линзы, которые позволяют остановить близорукость у детей на ранних стадиях заболевания. Если у ребеночка начинается близорукость, снижение зрения, мы можем надеть специальную контактную линзу, и в течение года, полугода близорукость будет приостановлена. Эффективность такого метода около 80%. Те самые линзы, которые установлены на ночь, можно получить 100% зрение на весь последующий день и замедлить прогресс миопии. Пленарные заседания, доклады гостей, дискуссионные сателлиты, мастер-классы и разборы клинических случаев с применением передового оборудования, а также возможность проверить зрение и получить рекомендации светил офтальмологии. Всего лишь часть двухдневного Всероссийского конгресса «День зрения-2025». Прогресс коррекции рефракционных нарушений в офтальмологии сегодня настолько велик, что очки – это скорее модный аксессуар. Любая проблема со зрением решается парой часов, а то и парой минут. Эльвира Межидова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Узнать, как создавались известные картины, познакомиться с биографиями легендарных живописцев и проверить свои знания об искусстве смогли посетители мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Свои двери она распахнула для ежегодной акции «Ночь в музее». Мероприятие, приуроченное к Международному дню музея, в этом году получило особую тематику – «Герои». В соответствии с годом защитника Отечества Лимда Джамалдинова погрузилась в мир прекрасного. Ночь музеев – это не просто культурная акция, а особое событие, которое позволяет каждому прикоснуться к наследию своего народа, почувствовать дух времени, услышать голос прошлого через искусство, музыку и живое слово. Мероприятие в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова стало ярким тому подтверждением.
мероприятие героев, защитников Отечества разных времен, разных эпох, в том числе и тех бойцов и командиров, которые находятся сейчас в зоне СВО и вернулись оттуда, имеют боевые награды. То есть мы хотим показать преемственность разных поколений, преемственность традиций нашего народа по защите нашей Родины. Этот вечер посвящен великой теме «Герои» и приурочен Году защитника Отечества. Тем, кто в разные времена, не щадя себя, вставал на защиту страны и делает это до сих пор. Состоялось торжественное открытие, которое сопровождалось концертной программой. Юные таланты из детского ансамбля исполнили патриотические песни. Большой интерес вызвал мастер-класс члена Союза художников России Тамары Тайсумовой, посвященный созданию декоративных тарелок в национальном стиле. В России акция «Ночь музеев» проводится с 2002 года при поддержке Министерства культуры страны. Важно бережно хранить и передавать из поколения в поколение богатое культурное наследие, уважение к истории и подвигам наших предков. Ночь музеев 2025 в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова стала наполненной смыслом встречи с искусством и патриотизмом. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Сейчас, когда весна окончательно пробудила землю, на полях семьи Усмановых в Новотерском кипит работа. Глава семьи Анвар с любовью продолжает дело своего отца. Особое внимание в его хозяйстве уделяется арбузам, настоящей гордости. Пока нежные восходы заботливо укрывают от весенних капризов погоды. Медина Мударова о секретах хорошего урожая Усмановых. Анвар всей душой предан своей профессии. Семья Усмановых живет в селении Новотерска Наурского района уже долгое время. Все эти годы основным видом деятельности для них является земледелие. Начало хозяйству в их доме положил отец. Сейчас же Анвар продолжает его дело и передает знания уже своим детям. Благодаря отцу я тоже научился. Отец как делал все. А сейчас свои знания тоже буду учить, как отец меня учил. Если я домой иду, они там сами делают, работают. Ну, я доволен, слава Аллаху. Выращивание овощей – дело непростое. Важен не только должный уход, но и любовь, полная самоотдача, трудолюбие. Сейчас, когда земля только пробуждается после зимней спячки, здесь кипит работа. В настоящее время поле находится на стадии посева. На территории 15 гектаров Анвар Усманов выращивает разнообразный ассортимент культур – тыкву, арбуз, кукурузу, обычную и пекинскую капусту. На данный момент основное внимание уделяется посеву арбуза. Учитывая еще нестабильную погоду и вероятность заморозков, ростки укрываются пленкой. Для обеспечения увлажнения почвы используется система капельного полива. Вода доставляется непосредственно к корням растений. Сажаем вот так, колочку вот так ложим. И потом этой пленкой накрываем, чтобы тепло было. Планируется, что первый урожай сочной ягоды будет собран в конце мая. Остальные культуры посеют чуть позже. Продукцию, выращенную на поле, можно встретить на рынках в Чеченской Республике. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В селении Мескаль-Юрт супруги Моусар и Хава Бибаевой нашли свое призвание, посвятив жизнь сельскому хозяйству. Их усердный труд принес впечатляющие плоды. Сейчас на ферме содержится более 100 голов животных. О жизни в гармонии с природой в следующем материале. Это делает меня счастливым. Так говорит о своем хозяйстве животновод из села Мескаль-Юрт Бибаев Моусар. Вместе с верным спутником жизни, супругой Хавой, они всю жизнь посвятили крестьянско-фермерскому хозяйству, в котором на сегодняшний день насчитывается 100 голов мелкого скота, 20 с лишним голов крупного рогатого, 5 лошадей и птица. А еще вот эти красавцы, добавляет Моусар, показывая на своих верных помощников кавказскую и среднеазиатскую овчарок. Все знания в сфере животноводства Моусар перенял у отца, которому с самых своих малых лет был помощником и поддержкой. وشتاين ده ما جيم جوادين ليلنا وهرداني سنديزن اشتغل والتل وش ديل واشوسا بيرش تايدك تسدل دوخ دكتور حانا ريت دبوش والقم بقدك ديسلا حانا ده دور ايش تندور هرداني ليل واشتاق وتو حدا لاستر ايش دقيق شوخ هربوال. Чеченская республика многое пережила. Как и многим семьям, которых раскидала по большой стране, Моусару и Хаве выпало заниматься животноводством и в Ростовской области, и в Ставрополе. Но при первой же возможности вернуться на родную землю, супруги приехали в родное село, в котором уже много лет продолжают дело всей своей жизни.
Развитие молочного скотоводства, мясного скотоводства, овцеводства приняты как приоритетные направления. Животноводство Чеченской Республики в настоящее время характеризуется ростом поголовья овец, крупного рогатого скота, а также производством мяса и птицы. Из-за скудности пахотных угодий в горах разведение скота для наших дедов всегда выступало базой для роста благосостояния семей. И сегодня многие чеченцы продолжают генетически заложенные обычаи хозяйствования. Эльвира Межитова, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Напряженные партии, интересные стратегии, порой совсем неожиданные ходы. В Грозном состоялся республиканский турнир «Май-2025» по шахматам. За досками встретились 28 талантливых спортсменов. За честной и увлекательной игрой садили квалифицированные арбитры. А кто показал лучший результат – Лимна Джамалдинова. На протяжении нескольких часов в зале царила сосредоточенная тишина. Каждый ход имел значение. Среди участников как опытные мастера, так и молодые таланты. Безоговорочным фаворитом стал Магомед Бангиев из Грозного. Он уверенно прошел турнирную дистанцию и досрочно обеспечил себе победу. Соперник, сильный соперник, Шбар. Интересная игра, Дартова. Серебро досталось Адаму Шапиянову из Нажаюрта. Среди гостей турнира были ветераны шахматного клуба, которые отметили высокий уровень участников и выразили надежду, что такие мероприятия станут традицией. Я сейчас занимаюсь в интернете шахматами, поэтому мне они очень интересны, они меня развлекают, они меня добавляют энергии, стимулируют мою жизнь. И мне очень интересно ими заниматься. Турнир прошел в столичной национальной библиотеке имени Айдамирова. Мероприятие приурочено к чествованию участников специальной военной операции. Сегодня будет разыграно 8 туров по швейцарской системе. Предусмотрены призы для участников. Турнир у нас будет обсчитываться по рейтингу, то есть Российская шахматная федерация делает отсчет нашего турнира. Шахматисты могут повысить рейтинг, добиться повышения звания таких турниров. В соревновании приняли участие 28 спортсменов из разных районов Чеченской Республики. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.